Добрый вечер. На телеканале ТНВ Татарстан ток-шоу «Точка опоры». В студии Светлана Кадырова. Приветствую всех наших телезрителей. Хайрле Кищ. Итак, все мы в ожидании 30 августа, Дня Республики. Для многих это, конечно, народные гуляния, праздники, салюты. Но мы сегодня о смыслах, скажем так, потому что накануне Дня Республики, как правило, мы подводим итоги общественно-политической жизни, где обсуждаем планы и перспективы. Тем более, что в последние дни на повестке, в международной повестке появились ряд событий, где представлен Татарстан. Рустам Минниханов с рабочим визитом в минувшие выходные был в Венгрии. Это стало свидетельством усиления позиции нашего лидера лично и всего Татарстана. Накануне Владимир Путин на саммите объединения БРИКС заявил о том, что в октябре 2024 года саммит БРИКС пройдет в Казани, то есть даты примерно уже определены. И сегодня об этом мы говорим с нашими гостями. Вот День Республики как новый формат развития, в том числе в российской дипломатии высшего уровня. С удовольствием представляю наших гостей. Статус у них сегодня просто потрясающий. Каждому отдельное спасибо за то, что пришли. И я начинаю длинный титульный список представлений. Радий Каримович Салихов, директор Института истории имени Шагабуддина Омарджани Академии наук Республики Татарстан, член Национального совета Милли Шура Всемирного конгресса татар, доктор исторических наук, действительно член Академии наук. Хайрле Кищ. Хайрле Кищ. Впервые с нами рады видеть Рамир Авилович Хайруддинов, директор Института международных отношений Казанского федерального университета, кандидат исторических наук, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая, дважды лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники. Выговорилась. С нами сегодня Искандер Аязович Гилязов, директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан, доктор исторических наук, профессор, действительно член Академии наук. Тоже впервые с удовольствием представляю Рафаэль Миргасимович Валеев, вице-президент Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест России. Да, все правильно понимаю. Заместитель директора по научной деятельности, заведующий кафедрой всемирного культурного наследия Института международных отношений КФУ, доктор исторических наук, лауреат Государственной премии в области науки и техники. Рада вас видеть. Гульнара Фатовна Габдрахманова, руководитель отдела этнологических исследований Института истории имени Шагабуддина Омарджани Академии наук Республики Татарстан, доктор социологических наук. Добрый вечер. И Искандер Леронович Измайлов, ведущий научный сотрудник Института истории имени Шагабуддина Омарджани Академии наук Республики Татарстан, доктор исторических наук. Хайрле Кищ. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Нас также можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте прямо сейчас. Эксперты могут выражать свою точку зрения кнопками на ваших пультах. Красный категорически не согласен, синий согласен, белый отношусь нейтрально. Начинаем мы с опроса нашей аудитории в соцсетях. Спросили мы в начале недели, как вы считаете, знают ли Татарстан в мире? Ну, честно, результаты опроса нас не удивили. 52% пользователей заявили, знают и знают везде. Еще 23% опрошенных считают, что для всего этого еще нужно много работать. Ну и 25% сетуют, что все еще путают Татарстан и Казахстан. Мне показалось, что мы этот путь уже давно прошли. Но вот интернет-аудитория посчитала и так. Зрителям задаем тот же вопрос, итоги подведем в конце программы. Как бы вот эксперты прокомментировали, 52% это много или мало? 52% это очень много. Дело в том, что буквально несколько десятилетий назад действительно Республику Татарстан или Татарскую АССР знали лишь как субъект Российской Федерации, а не как самостоятельный субъект международной политики. И вот именно благодаря вот этому длительному пути, а мы, слава Аллаху, все присутствуем при 32-летней годовщине, собственно, Дня независимости, о котором сегодня и идет речь, именно за этот достаточно долгий путь республика прошла эту дорогу уверенно. И сегодня она не только заметный игрок на международной арене, но и серьезный партнер, а самое главное, инструмент для решения важных политических вопросов, в том числе и для Российской Федерации. Спасибо, Радий Кремович. На ваш взгляд, я согласен с Рамиром Авиловичем, что да, это очень хорошая цифра. В то же время этот соцопрос он показывает, что есть еще очень большой потенциал для раскрытия нашей роли нашего региона, в том числе и на международной арене. Но тот позитивный процесс, который мы сейчас наблюдаем, динамичный процесс, он говорит о том, что, скорее всего, уже в ближайшее время эти цифры изменятся. Еще больше стороны. Да. Гульнара Фатовна, как социолог? Как социолог я Не берется за истинность, но... Как социолог я сначала критически оценю ваши вопросы и ваши ответы, которые вы предлагали респондентам. Вы предложили такой вариант ответа, как что действительно Татарстан знают, и второй вариант ответа – Татарстану есть еще над чем работать. Я бы как социолог предложила респондентам объединить вот эти два варианта ответа, потому что действительно сегодня республику уже очень хорошо знают во всем мире, но перспективы еще очень большие. Я думаю, что республике есть над чем работать дальше во имя созидания нашего региона, всей нашей страны. Спасибо, Искандер Ильич. Ну, и, конечно, а вы в чем сомневаетесь?
Знаете, я, как говорится, это все переживал сам с начала 90-х годов, когда начал ездить в Европу, когда о Татарстане практически ничего не знали. Как вы объясняли, откуда вы? Я объяснял, что я из Казани. Как правило, все путали Казань с Казахстаном, это традиционно. Но я бы так еще сказал, что вот то, что вы называете цифру, это 52%, это грандиозная цифра, по большому счету. Потому что это, ведь надо учитывать, что это еще не 100% охват населения. Кто отвечал, какой уровень грамотности у этих людей, представления о мире и так далее. Понимаете, когда я начинал общаться тогда с людьми в Европе, то они обычно спрашивали, они что-то знали о татарах, какие-то старые добрые стереотипы. Всадники, дань тоже, варвары, едящие сырое мясо, не более того. А сейчас вот действительно так, что благодаря тому, что происходило за эти 30 лет, благодаря политике, которую проводила Российская Федерация, Республика Татарстан, конечно, Татарстан стал гораздо более узнаваем. И не только из-за Рубина. Вот. А именно из-за того, что вот проводится такая политика. Ну, хотя Рубин тоже, давайте не будем умалять. Барселону вспомним. Да, Искандер Леронович, на ваш взгляд, много-мало? Ну, это как стакан наполовину полон или наполовину пуст. Оптимист скажет, что достаточно, пессимист скажет, что это очень мало. Но я думаю, что здесь действительно представлена такая правильная динамика. И за последние 30 лет республика сделала гигантский шаг. От того, что она была неразличима в составе Советского Союза, до того, что действительно многие и футбольные болельщики, и деятели культуры, ученого мира, и просто туристы не просто знают уже о Татарстане и Казани, а стремятся сюда приехать. И здесь, мне кажется, действительно у нас еще большой потенциал для развития, для того, чтобы Татарстан стал более брендовым таким и получал еще больше преференций для развития. Рафаэль Нагасимович, тоже подведите. На самом деле цифры очень важные, поскольку мы сами свидетели вот той динамики, которая происходила за этот период, и этим, наверное, ценны в целом для республики. Я вспоминаю, вот как в 90-е годы появилось название «Модель Татарстана». Именно благодаря этому названию «Модель Татарстана» в мире об этом стали говорить. Сейчас об этом меньше говорят, но тем не менее, благодаря той же модели Татарстана, которая была, как известно, заявлена Ментимир Шариповичем в Гарварде, вот эта тема стала определяющей. И благодаря этому мы немножко поднялись в своих глазах. Ну и кроме того, очень важна та динамика, которая есть в политике, в тех отношениях, которые существуют. Это, наверное, главное. И то, что мы называем человеческим потенциалом. Или, модно говорить, человеческий капитал, но это тот потенциал, который есть у республики. И поэтому знают Татарстан, знают татар, и мы соединяем прошлое, настоящее и будущее. Спасибо. Сейчас, на наш взгляд, на взгляд журналистов, мы всю эту неделю обсуждаем, что вот накануне Дня Республики Рустам Минниханов принял участие в мероприятиях по случаю государственного праздника Венгрии, Дня Святого Иштвана, День основания венгерского государства. Кроме этого, там было очень много встреч и событий, и рука Эрдогана на плече у Рустама Минниханова, фотография, облетевшая и федеральные СМИ в том числе. Вот сейчас мы посмотрим небольшой фрагмент из программы «Новости Татарстана» и потом посмотрим смыслы этого визита. Будапешт встретил Рустама Минниханова такой же погодой, как и в Казани, плюс 30. Из аэропорта он отправился к премьер-министру Виктору Орбану. Раиса республики Виктор Орбан встречает лично. Прогуливаясь по резиденции, руководитель вспоминает, первое соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Венгрией было подписано еще в 1992 году. Рустам Минниханов поблагодарил Виктора Орбана за теплый прием и отметил, несмотря на ситуацию в мире, наши отношения все равно являются устойчивыми и дружественными. Как рассказал Виктор Орбан, в Венгрии любят праздновать национальный праздник вместе со своими друзьями. По итогам прошлого года татарстанско-венгерский товарооборот вырос более чем в 2 раза и составил порядка $1 миллиарда. Взаимодействуют крупные предприятия, ведется сотрудничество в сфере АПК, здравоохранения, транспорта. В Будапеште Рустам Минниханов встретился с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Он подчеркнул, несмотря на ситуацию в мире, Босния и Герцеговина категорически против санкций в отношении России. Рустам Минниханов выразил признательность за последовательную позицию по вопросу сотрудничества с Россией. Раис республики обратил внимание, что Татарстан и Босния и Герцеговина практически сходны
международной по территории и населению, в частности в межконфессиональных вопросах. Милорад Додик рассказал, что неоднократно встречался с президентом России и выразил глубокое уважение Владимиру Путину. Сейчас готовится мой визит в Россию, и когда будет возможность, я с удовольствием посетил бы и Казань. В Будапеште Рустам Минниханов посетил чемпионат мира по легкой атлетике. На него были приглашены почетные гости национального праздника Венгрии. В кулуарах Рустам Минниханов встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Говорили о предстоящих визитах делегаций. Рустам Минниханов посетил торжества по случаю Дня образования Венгрии. Здесь они вновь пообщались с Виктором Орбаном. Раис республики поблагодарил его за гостеприимство. Итак, этот визит сочинительницы доказал, что Рустам Минниханов представлял как доверенное лицо Российской Федерации за границей. Почему именно татарстанский лидер? Я хочу все-таки поставить фрагмент из рубрики «Реплика» генерального директора телерадиокомпании «Новый век». Ильшат Аминов сказал вот так. Почему именно татарстанский лидер? Главный вопрос. Почему раис Татарстана Рустам Минниханов оказался в Будапеште, где на праздновании Дня образования в Венгрии встретились лидеры десятка государств? И что он там делал? Ну, во-первых, и это главное, Рустам Нургалиевич был там в качестве доверенного лица, представляющего интересы Российской Федерации. Подчеркну, доверенного лица. Сделаем еще один акцент. В качестве раиса Республики Татарстан, руководителя одной из самых экономически развитых республик России и председателя группы стратегического видения России «Исламский мир», Рустам Минниханов давно снискал авторитет среди многих государств исламского мира, и не только. Его уважают как открытого, последовательного, компетентного политика. И что не менее важно, надежного партнера. Плюс к этому, для многих он сегодня наименее токсичный политик. Приглашение Минниханова в Будапешт, безусловно, свидетельствует о желании многих прагматичных руководителей различных стран мира сотрудничать с Россией. И это идет вразрез с попытками изоляции России со стороны англосаксонского заговора. И последнее. Как справедливо отметили в телеграм-канале МИК России, пружина мировой политики сегодня сжата до предела, чтобы разжаться и выбросить нас в новую реальность. Раис Татарстана, президент моего сердца Рустам Минниханов, сегодня буквально строит мост в эту новую реальность. Не побоюсь этого слова, светлое будущее. Итак, вот я бы хотела, чтобы сейчас эксперты проанализировали, насколько сегодня действительно этот визит был знаковым, и насколько сегодня раис республики играет роль в международных отношениях России с дружественными странами. Давайте с международников начнем. Если позволите, уважаемые коллеги, я с большим удовольствием откомментирую и выскажу не только свое личное мнение, а мнение уже экспертные, в том числе политологов, международников, которые прекрасно осознают, какого уровня достиг масштаб личности нашего руководителя, раиса республики Рустама Нургалиевича. И на сегодняшний день федеральной властью он оценивается не как крепкий, хозяйственный глава одного из успешных в экономическом плане регионов. Эта позиция, да, верна, но нужно иметь в виду, что на сегодняшний день, благодаря вот личной харизме, особым качествам нашего руководителя, им выстроена очень серьезная взаимосвязь, в том числе с лидерами целого ряда блоков и систем. Речь идет и об исламской цивилизации. Да, действительно, очень важна роль нашего лидера как руководителя группы «Россия. Исламский мир». И вы понимаете, что это речь не сегодняшнего дня, а уже достаточно длительный период. Группа существует, развивается. И сегодня вот мы вышли уже на формат «Казан-форум», «Казан-саммит». Это очень существенный международный проект, который, собственно, закрывает для Российской Федерации ту важную и значимую нишу. И открывает. И открывает перспективы для дальнейшей серьезной глубокой работы. Но вместе с тем, личное знакомство нашего раиса с лидерами тюркских государств – это тоже очень важный и значимый фактор. И здесь мы видим, что то доверие, которое высказано ему федеральным центром, лично президентом Российской Федерации, оно не только оправдано, но и оно имеет значительные плюсы, особенно в этой жесткой системе координат. Вы видите, что почти одновременно стартовал и саммит БРИКС,
И роль лидера там исполняет в том числе глава Министерства иностранных дел Лавров. И здесь те события, которые происходили в Европе, были не менее важными. И здесь мог присутствовать только человек масштаба и уровня Рустема Нургалиевича. Что для республики дает этот визит, Искандер Равильевич, на ваш взгляд? Вы знаете... Ну, кроме гордости, что? Кроме гордости, что? Знаете, я считаю, что здесь мы можем еще и бросить взгляд в историю. Может быть, прежде чем сказать о республике, надо вспомнить прошлое. Дело в том, что когда-то ведь эти традиции существовали уже, можно сказать, за 300-400 лет. В 16-17 веке мы не забываем, что татарский язык был языком межгосударственного общения. Это был язык дипломатии. Это язык, который Бартольд называл латынью Востока. И татарский язык был средством общения, как сейчас вот английский в международном общении, как латынь в Европе средневековой, например, была языком межгосударственного общения. Татарский язык был средством общения России, российского государства, впоследствии Российской империи до конца XVIII века, по крайней мере, со странами Востока, с Индией, с Ираном, со Средней Азией, с Кавказом. Там даже есть очень много довольно, можно здесь говорить об этом. Скажем, дипломатическая переписка. Примеров достаточно много. Она велась на татарском языке. Дипломатические акты из Москвы отправлялись, например, в Индию на татарском языке. Ответ возвращался на татарском языке. Причем на настоящем татарском языке. Я уж тут не буду углубляться, там я в свое время анализировал некоторые документы российско-иранских отношений на татарском языке, и один из переводчиков, азербайджанец, он не понял элементарных татарских слов, там он в публикации упомянул, что это, он не понимает, что это за слова. Это были обыденные татарские слова, между прочим. И надо вспомнить, например, что в начале XVIII века некий Кутлумухамед Тевкелев, как посланник российского императора, Российской империи, фактически присоединил Казахстан к России. К нему можно по-разному относиться, к этому человеку. Это человек очень неоднозначный, противоречивый след оставил в истории. Но он эту миссию выполнял по поручению российского императора, российского руководства, так скажем. Да? То есть это, в принципе, традиция, которую мы можем искать, корни, которые мы можем искать в прошлом. И мне кажется, что то, что сегодня произошло, или произошло недавно, на прошлой неделе, то, что Рустам Нургалиевич Минниханов являлся представителем российского государства на серьезных международных переговорах, это, в принципе, можно сказать, ничего нового в этом нет вроде бы, да? И в то же время это для многих звучит как что-то абсолютно новое. Да, да. И поэтому я считаю, что это, с одной стороны, это возвращение к истокам в какой-то степени, да? А с другой стороны, это и в том-то и дело, что для Татарстана это действительно предмет, ну, можно сказать, гордости, осознания своих возможностей, своего потенциала. И я считаю, что это такое, мне кажется, начинание, оно будет и должно иметь продолжение. Тем более в сегодняшних условиях, когда контакты России со многими странами они затруднены, и когда действительно, вот, как сказал Ильшат Юнусович, нетоксичные такие фигуры, когда есть, и авторитетные фигуры, то это, конечно, очень здорово и для Татарстана, и для российского государства. Радик Григорьевич, а можно считать это вот каким-то новым форматом развития Татарстана, не знаю, новый уровень, новые ступени, либо все просто это логическое продолжение, ну, даже той же Венгрии, да, с 92-го года, как мы говорим, все отношения выстраиваются. Безусловно. Даже если, ну, не копать дальше. Искандер Аяз, да. Я согласен с Искандером Аязовичем, да, есть историческая преемственность, есть исторические традиции, но в то же время, да, действительно, мы сейчас стоим на пороге совершенно нового формата республики, новой роли республики как в жизни России, так и на международной арене. И все это во многом благодаря, я тут согласен и с Ильшатом Юнусовичем, благодаря личным качествам нашего Раиса, который вообще, ну, показал себя очень талантливым, искусным переговорщиком, на самом деле. Потому что это искусство, которое дано не всем. Разговаривать на одном языке с представителями разных стран, с разных политических систем. И это, конечно, дорогого стоит. И я бы еще сказал, что, наверное, тут даже слово «токсичный» не надо применять, потому что, ну, он
просто человек, которого глубоко уважают во всем мире. И на самом деле то, как его встречали в Венгрии, как он встречался с руководителями государств, показывает реальное отношение мирового сообщества к тем санкциям, которые западный мир объявил России. То есть на самом деле нет для мирового сообщества санкций, а есть вот это теплое, доброе отношение через переговоры эти к Российской Федерации, к народам нашей страны. Кто-то еще хочет добавить про... Да, Искандер Валерьевич. Я бы присоединился к тому, что было сказано. Действительно, когда мы говорим о Венгрии, то это такой своеобразный мост в Европу. И дело в том, что у нас издавна сложились очень хорошие отношения и в культурном, и в научном плане. И это даже, наверное, с 60-х годов идет. И наиболее такие серьезные контакты были у историков, археологов Венгрии и Татарстана. В Венгрии издавались многочисленные труды о исследованиях на территории Татарстана. Сейчас это все переиздаются. То есть в Венгрии и через Венгрию в Европе есть интерес к общему культурному наследию. А поскольку прародина венгров находится на территории, можно сказать, Татарстана, то никуда Венгрия не денется. А находясь в Европе, все равно свои корни ищет у нас. И я думаю, что эти торгово-экономические, политические связи очень хороши, важны, но они еще должны дополняться общением через научную, культурную плоскость. Тогда эти отношения будут более многомерными, затрагивать больше людей и будут открывать нашу страну не какую-то враждебную окраину, а как часть цивилизационного мира. Спасибо. Добавлю, есть нюансы, на которые мы, коллеги, всегда обращаем внимание, говорим об этом в кулуарах, но здесь это не прозвучало. Вместе с тем, все же есть особенность, исключительность вот этой ситуации. Дело в том, что представители Татарстана, Татарии, становясь федеральными чиновниками, конечно, работали в самых различных странах мира. Можно вспомнить Лихачева, нашего представителя в Бенилюксе, Камиль Шамильевич Исхаков, работал вместе с организацией Исламской конференции сотрудничества, затем в качестве представителя Российской Федерации, но все это в статусе федерального чиновника, уже, собственно, дипломата. Здесь же, говоря формально, Рустам Нургалиевич является главой субъекта Российской Федерации. И вместе с тем, тот объем и полномочий, и задач, которые были поставлены, они делают эту ситуацию, конечно, исключительным явлением в современной политической картине России. Хорошо, спасибо. Еще здесь уже звучало, что Рустам Минниханов возглавляет группу «Стратегическое видение России. Исламский мир». В восточно-западной дипломатии сильно два подхода к выстраиванию отношений. Это заметно даже в манере общения. Еще раз послушаем Ильшата Юнусовича. Первый раз эта его программа выстрелила, и выстрелила хорошо, в том числе у зрителей. И вот как он увидел эту дипломатию. Вот эта фотография вчера буквально облетела весь мир. На ней президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган по-братски обнимает раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Рядом эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль-Тани. На заднем плане человек, очень похожий на президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Поверьте мне, эта фотография войдет в историю. Точнее, она уже вошла в историю. Где она сделана, спросите вы? Это празднование Дня образования Венгрии в Будапеште, где по приглашению венгерской стороны недавно побывал раис Татарстана Рустам Минниханов. И встречался там с лидерами многих стран, в том числе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Не буду всех перечислять, не это главное. Некоторые диванные аналитики посчитали руку президента Турции Эрдогана на плече Рустама Минниханова проявлением понебратства. Не будьте слепыми, ничего подобного. В исламе это проявление дружбы, доверия и готовности к сотрудничеству. Знак открытости и особого внимания. Вот. Сейчас, естественно, вопрос, какой резерв сегодня есть для развития России и Татарстана, который заложен, в принципе, в сотрудничестве с исламскими странами. И о каких отголосках мы говорим сегодня о международном событии Казан-саммит, который прошел, Казан-форум, международный статус впервые был в этом году, который прошел в мае. И вот какие отголоски сегодня уже есть, и насколько вот это все взаимосвязано в том числе. Вы знаете, с вас начинаем. Да, если позволите, вновь вернусь к теме
нашего лидера, он ведь прагматик, он действительно многое вкладывает в развитие экономических связей. Для него это является важным, но за последние десятилетия, казалось бы, изменилось и подходы его, в том числе он стал больше политиком и глубоким, серьезным политиком, который воспринимает абсолютно все направления деятельности, которые влияют не только на имидж России, Республики Татарстан, но и оказывает воздействие на изменение инфраструктуры республики, изменение социальных условий. Это и культура, это и туризм, это и охрана наследия, это вместе с тем обращение внимания к этничности как таковой, это взаимодействие различных групп, там, тюркских народов, исламских государств. Все это позволяет выстраивать полную и гибкую политику, которая решает многие вопросы. Это не только разговор о договоренностях между ним и в качестве представителя Российской Федерации. Это прежде всего посланник республики, который четко отстаивает с позиции республики для дальнейшего продвижения вперед. Ведь не случайно за последние несколько лет в результате международных санкций очень серьезно изменилась инфраструктура и векторы развития и экономики, и промышленности. И здесь необходимо действительно стратегический ум, а самое главное прагматизм в развитии вот этих возможностей, которые появляются благодаря нашим дружественным отношениям, дружественным странам. Вот, в принципе, интерес к исламским странам мы можем найти? Вот опять, мы сегодня проходим какой-то новый формат развития и поворачиваемся к ним. Либо это тоже исторические традиции. Про историю уж я сразу скажу, конечно. Меня сразу тянет в историю, понимаете? Но ведь когда это с исламским миром-то ведь у нас связи-то тысячелетние. Мы же все прекрасно знаем, 1100 лет празднования принятия ислама. Совсем недавно произошедшие события, которые резонанс во всем мире имело, ведь, понимаете? И поэтому с тех пор у наших предков со времен Волжской Болгарии, период Золотой Орды, период Казанского ханства и в русский период татарской истории всегда сохранялись тесные, прежде всего, культурные связи с исламским сегодня как миром. никогда это актуально, конечно, мы понимаем. И поэтому очень многие наши ученые и образование там получали, и, соответственно, их знали в этом мире, и книги, которые оттуда приходили, переписывались. Вот мы с Рамилем Равиловичем много ездили в свое время по экспедициям. Мы знаем, какие книги из разных авторов мусульманских, из каких стран у нас здесь были популярны и использовались в системе образования. Наши ездили туда учиться, в Среднюю Азию, Кавказ и дальше, Египет, Ближний Восток и так далее. Или, скажем, нашего марджани знали во всем исламском мире. Это вот такая вот культур-трегерская роль, культурная роль татар, она была всегда очень высока в исламском мире, поэтому, опять-таки, здесь очень много нового тоже нет, по большому счету. То, что вот Рамиль сказал, это очень здорово, что в политическом смысле вот это в новом виде это сейчас развивается, да? Но или я сейчас вот опять вспомню, Мухаммед Идриси был такой замечательный наш, как вы скажем, каллиграф, картограф и человек, который изобрел самую лучшую в мире машинку пишущую, то, что мы сейчас, конечно, можем говорить компьютер, мы уже забыли, что такое пишущая машинка, с арабским шрифтом, который использовался во всем исламском мире. Понимаете? А мы вот таких людей звали. Весь мир, мусульманский мир знал вот этот вот продукт этого татарского ученого, понимаете? То есть здесь много таких можно найти точек соприкосновения, которые показывают, что татары, татарская культура и татарский ученый мир, они всегда были составной частью исламского мира. Причем не отсталой составной частью, а наоборот очень передовой, которая не училась у них, а и во многом учила их. И поэтому то, что сегодня происходит, и то, что Татарстан имеет такие позиции в мусульманском мире, я считаю, что это тоже в какой-то степени продолжение вот этой доброй исторической традиции. Дипломаты Советской России, это тоже татары, вот это или татар-башкиры. Ахьяра Хакимова, Красный Паша, его тоже можно вспомнить. Это первые договора Аравия, подписаны между Саудовской Аравией, с Афганистаном, все это так или иначе. Какие традиции, какие корни? Чуть подробнее после рекламы, не переключайтесь. Мы продолжаем обсуждать Татарстан в международном, наверное, масштабе. В преддверии Дня Республики вот такую тему сегодня подняли. Гульнар Фатовна, есть ли исследования о том, как, в принципе, граждане, там, татарстанцы оценивают или вообще следят за международным сотрудничеством Татарстана и выходом за пределы? Ну, у меня нет под рукой каких-то специальных таких результатов, специальных наших исследований, но вот мой взгляд как эксперта, я могу сказать, что
Вот коллеги сегодня много говорили о том, что действительно татары играли очень большую роль в установлении связей Российской империи с Центральной Азией. И говорили о том, что это связи они выполнялись по линии образования, науки. Но давайте еще вспомним о том, что татары ведь еще и активно торговали в Центральной Азии, очень много перевозили товаров туда и обратно, и развивали рынки в Центральной Азии. И мне кажется, что вот визит Раисы Республики – это тоже некое такое продолжение вот этих экономических задач, которые выполняли татары исторически. Я думаю, что Рустам Нургалиевич своим визитом демонстрировал не только способность татар решать какие-то политические задачи нашей страны, выполнять вот эту определенную посредническую функцию, которую татары всегда выполняли, но я думаю, что это еще и такой некий такой старт для поиска новых экономических проектов. Понятно, что наша страна сейчас находится в определенном, переживает такой этап трансформации экономики, нарушились логистические цепочки, многие производители ушли из нашей страны, каких-то мы потеряли покупателей. Я думаю, что сейчас, естественно, наша страна и Республика Татарстан нуждается в новых заказчиках, новых инвесторах. И я думаю, что Рустам Нургалиевич, будучи очень крепким хозяйственником, как раз еще и ищет новые возможности для республики, для нашей страны именно с точки зрения экономики. Радик Каримович, вот для чего нам, в принципе, да, тут берег турецкий, а еще и Африка, потому что вот совсем недавно на полях форума, да, Питерского форума, где Раиса Республика также участвовала, вообще, в принципе, какой интерес Татарстана в работе с исламскими странами? Кстати, очень многие говорят, что открываем мир, да, для России, через Татарстан как раз открывается мир для России в исламский мир. Ну, так, в первую очередь, мне хотелось бы сказать, вот, что дают эти мероприятия нам. Очень важный аспект – это народная дипломатия. То есть в Казани собираются люди самых разных профессий, самого разного социального статуса из разных стран мира, и они формируют общие проекты, общие идеи, задачи. Это объединяет людей, превращает нашу столицу в своеобразный мегаполис в центре России, мегаполис евразийского такого содержания, в котором разные культуры, разные религии. Что касается... Почему Африка и почему Турция, и что это такое вообще? Ну, Искандер Раисович правильно говорит, что татары всегда стремились как-то вот трегерскую роль играть в тюркском исламском мире. Но ведь и сейчас тоже у нас формируется такая своеобразная российская модель и тюркского мира, и ислама. Посмотрите, как у нас формируется собственная система мусульманского образования. У нас издаются исламского банкинга, насколько свободны в исповедании, значит, мусульмане, никаких притеснений, строятся новые мечети, колоссальные мечети, которые, наверное, нигде не строятся. Сейчас это все в России, от Крыма до Якутии идет возведение культовых зданий. Это вообще такой передовой пример, это пример как лидирующей страны в исламском мире. В принципе. И когда Татарстан оказывает свое влияние и на другие континенты, надо помнить, что Африка же это в том числе исламский регион, а Северная Африка это тем более исламский регион. И, конечно же, это с одной стороны, а с другой стороны Татарстан помогает восстанавливать на африканском континенте те позиции, которые были у Советского Союза еще. После завершения Второй мировой войны, в период антиколониальных войн. И, по сути, Россия при помощи Татарстана сейчас открывает новый фронт антиколониальной борьбы на этом континенте. Красиво, как сказали, новый фронт. Хорошо. Нет, это отличие, Радик Каримович, тоже на цитаты разойдется, судя по всему, завтра. Искандер Эльдарович, на ваш взгляд, итак, исламские страны, Африка, что мы для них, чем Татарстан силен в этих позициях? У нас есть очень хороший опыт. В свое время мы все участвовали в таком большом международном историческом, культурном и торгово-экономическом проекте, как Великий Волжский путь. В свое время он очень хорошо выстрелил, стал таким центральным для России проектом, который объединял совершенно разных людей и делал какую-то очень серьезную коммуникацию не только в интеллектуальной среде, но и объединял города, служил такой торговой площадкой. Мне кажется, что сейчас, когда наши главные торговые партнеры перемещаются на восток, на юг,
то Великий Волжский путь, мне кажется, сейчас этот проект становится вновь очень актуальным. И обращение к нему для развития логистики через этот самый путь может стать таким новым импульсом для развития всего Поволжья. Ну и Татарстан здесь, конечно, может сыграть очень важную роль, поскольку и с Турцией, Азербайджаном, и с Ираном у нас очень хорошие, прекрасные и торговые, и экономические связи. Главное, есть взаимный интерес инвестировать, что-то строить. И с этой стороны, мне кажется, что вот этот проект, может быть, требуется как-то реанимировать. И что касается Африки, то вот что приходит на ум, это, конечно, Египет, который, во-первых, нуждается во многих продуктах и сельскохозяйственных, которых есть у Татарстана, и развитые экономические продукты, которые производят машиностроительные, которые производит Татарстан. И у нас главное, что, как говорил Искандер Аязович, вообще тысячелетние связи с Египтом, еще много традиций, развивая... Да, связи между Нилом и Волгой – это вообще такой международный бренд. И если его тоже превратить в такую общий и экономический, и интеллектуальный продукт, то, мне кажется, это будет очень интересный проект. Спасибо, Рафаэль Маргасимович. Вы задали вопрос о новых гранях. На самом деле эти новые грани появляются. И вот я хотел бы остановиться на проведении этого Казань-форума «Россия. Исламский мир». Да, на самом деле уникальное явление, когда, по сути, республиканское явление стало федеральным. И не только федеральным, а стало высокого международного уровня. Вот в этом году проведение этого, где участвовало огромное количество стран, в том числе Организации исламского сотрудничества. И здесь новое, что появилось в том числе, никогда не проводили, больше все-таки обращали внимание на экономику. Правильно, экономика – это главное. Но в этом году в рамках форума была проведена специальная дискуссия. Дискуссия, которая, тема его «Роль объектов всемирного культурного наследия в устойчивом развитии регионов». На самом деле это очень важно. Представьте, 7 стран Организации исламского сотрудничества, те, которые являются в том числе и членами Комитета всемирного культурного и природного наследия, здесь участвовали. И в императорском зале мы собрали из более чем 20 стран экспертов. И такой обстоятельный разговор. Почему? Потому что тема, которая поднимает ЮНЕСКО, это тема устойчивого развития, в том числе через культуру, через культурное наследие. Но устойчивое развитие может существовать только тогда, как есть хорошие связи. И с этой точки зрения мы говорим в том числе о новых гранях. ЮНЕСКО, на самом деле, ведь по сути, со включения Казанского Кремля в список всемирного наследия, о нас стали знать в том числе в мире ЮНЕСКО. И даже есть специальное название «Казанская декларация», которая определяет понятие всемирной универсальной ценности. Это уникальное явление. И вы знаете, когда при принятии Казанского Кремля в список всемирного наследия, это было в Австралии, там обычно идет презентация, появляется Кремль, тогда еще недостроенная мечеть Кул-Шарифа, Благовещенский собор, который буквально рядом, все ахнули. Недостроенная мечеть и буквально рядом церковь. И это как раз пример того, что мы называем культурным разнообразием. Владимир Владимирович недавно поднимал эту тему, что культурное цивилизационное разнообразие России – это уникальное явление. Но для ЮНЕСКО тема культурного разнообразия является одним из определяющих. И еще я хотел бы остановиться на тему, связанную Россия и Африка. На самом деле уникальное явление. Мы провели 2 года назад Россия-Африка международная конференция. И самое главное, в этом году тоже будет конференция в университете, и с приглашением большого количества специалистов, экспертов, которые будут обсуждаться эти вопросы. Почему? Потому что одно дело, скажем, на политическом уровне, а сбор экспертов, то взаимодействие, которое здесь, и мы по-другому
открываемся перед ними, и мы их по-другому открываем. И вот это широкие международные связи, которые в том числе через образование, через студентов, которые приезжают. Когда-нибудь, помните, были времена, когда в Казани вот это разнообразие, а мы видим огромную палитру того мира, в том числе из Африки. Спасибо. Раньше все-таки, как бы то ни было, Татарстан, Казань брали на себя крупнейшие международные события. Да, это университет, чемпионат мира по водным видам спорта. Но все-таки все больше мероприятий совершенно иного статуса. Здесь только уже не спортивный, не только экономический. Вот опять в сентябре Татарстан и китайский форум «Ростки». Да. То есть, а что с Китаем? И насколько это сегодня важно, и насколько это событие сегодня является важным тоже в международной повестке? Я с удовольствием озвучу. Это даже не банальность, это констатация факта. Именно у Татарстана с Китаем выстроены долгосрочные программы и проекты. Причем и речь идет не только о каких-то логистических. Дело в том, что и лидер республики, и сама республика неоднократно выступала за создание на территории республики неких хабов, которые бы действительно служили логистическими мостами между Китаем, Европой и в середине Казань, Татарстан, как площадка для этих возможностей. И достаточно долгое время отрабатываются с нашими партнерами из Китая. Вы знаете, огромное количество предприятий китайских, которые так или иначе вошли, работают или на специализированных площадках, как в Алабуге и так далее, и так далее. Самых различные возможности и преференции им предоставляются. Но вместе с тем я здесь соглашусь с Рафаэлем Гасимовичем. В республике создана еще и среда, и образовательная, научная, интеллектуальная, которая позволяет, собственно, и готовить кадры соответствующие. И есть большое количество специалистов в самых различных отраслях, которые изучают в Республике Татарстан китайский язык, китайскую историю, китайскую культуру. Есть огромное количество экономических проектов и программ образовательных, где изучают регион Китай как основной экономический партнер. Наша республика давно уже готова к этим масштабным мероприятиям. И на сегодняшний день это один из немногих регионов, где уделяется внимание серьезное и Китаю, и региону Японии, и Африки. Именно в Казани в рамках и Академии наук Татарстана, и прежде всего Казанского федерального университета проводятся крупнейшие форумы научные, которые на самом деле носят экспертно-аналитический характер, уж скажем так, для подготовки и мнения, и соответствующих докладных записок. Это Россия-Китай, Россия-Корея, Россия-Япония, Россия-Африка. И мы очень надеемся, что в этом году стартует у нас еще и Россия-Латинская Америка. Это означает не всеядность, а желание республики участвовать в тех процессах, которые принесут в потенциальных инвесторов, как вы говорили, потенциальные капиталы, которые вольются в экономику республики и России в целом. Хорошо. Близится завершение программы. Вот о БРИКСе все-таки хочу спросить. Следующий год, октябрь, встреча БРИКС, Казань. Ну, я не знаю, насколько, с чем сравнимо это, в принципе, событие сегодня для Татарстана, Радик Римович, и насколько вообще его значение, сегодня уже можно оценить? С учетом нынешней международной ситуации в мире, с учетом возрастающей вообще роли России в мире, она возрастает, очевидно. БРИКС, форум БРИКС, он приобретает, конечно, совершенно иной статус, чем, он, предположим, несколько лет назад, предыдущие заседания, потому что уже очень многие стратегические цели политического и экономического развития стран так называемого третьего мира и тюркской и мусульманской цивилизации, они уже определены. Все становится все более очевидно, и становится очевидно, что Россия становится лидером вот этих государств в отстаивании своего суверенитета, государственности, экономического суверенитета и, в первую очередь, конечно, духовных и культурных ценностей, которые у этих народов существуют. В этом смысле БРИКС не просто собрание каких-то политических деятелей, дипломатов. Это вообще такой уже цивилизационный институт, цивилизационный форум, в котором, наверное, будут уже задаваться вопросы, а каким быть миру дальше? Каким будет мир через год, через два, через три? Какова перспектива вообще существования человеческой цивилизации? Ну и насколько место проведения важно в этой ситуации, Искандер Ильич? Вот насколько
Это вот было как раз принципиальным уже говорили решением. о том, что Казань, вот вы сами сказали, что Казань как-то раньше, последние лет 10, там, больше спорт как-то так, какие-то Такие масштабные, соревнования, общественные общемировые, какие-то, вот, да. когда Казань узнавали больше на стадионах. Да? Сейчас действительно речь идет о том, что Казань больше узнают и через политическо-экономические какие-то мероприятия, и это очень здорово и показывает то, что Казань как бы не просто растет, она меняется в качественном смысле, Татарстан меняется в качественном смысле, что Татарстан становится гораздо более, как можно сказать, возмужавшим или более, может быть, опытным и очень значимым на международной арене. Поэтому я считаю, что проведение на следующий год форума БРИКС в Казани, оно совершенно не случайно. И тем более, если ведь объявили о том, что еще несколько новых членов БРИКС принимают, значит, это будет еще более широкий международный масштаб, значит, присутствие международное будет здесь гораздо более широким. Поэтому для меня это как раз показатель того, о чем сказал Радик Римович, это то, что мы как-то по-новому смотрим на будущее. И я думаю, что и во многом Россия смотрит в будущее благодаря усилиям Татарстана в том числе. И это очень здорово. И этим как раз и то, что Россия это признает, это и есть вот как раз место выбора встречи стран БРИКС в Казани. Это как раз это свидетельствует об этом, мне кажется. Хорошо. 5 минут до конца. Итоги зрительского голосования знают везде. Так считают 42%. 28 и 28 считают, что еще надо работать, и мы бы это объединили, да, то есть, соответственно, большинство. А все остальные же говорят, что путают Татарстан с Казахстаном. Но вместе с тем, сейчас вот буквально коротко, Рамиль Равилович, и БРИКС предстоящий, и вот эти все события, которые сегодня происходят в преддверии Дня Республики. На ваш взгляд, вот новая формула развития Татарстана или новая ступень развития Татарстана, да или нет, и какой вы видите эту формулу? Новая формула, она неразрывна от истории всей страны в целом, Российской Федерации. У нас выбор один. И этот концепт реализуется именно сейчас, в это время. И возвращаясь к БРИКС, на следующий год будет, собственно, и констатирована ситуация, когда мы возвращаемся к многополярному миру. И то, что происходило вот именно сейчас, а это переломные события, когда западный мир, объединившись, пытался исключить из рукопожатия огромные территории, на которых проживают целые цивилизации, это становится недопустимым. И именно сейчас вот на линии этого фронта и политического, и экономического, социального, и действительно на полях войны происходит то самое событие. И мы очень надеемся, что следующий год станет не только поворотным, но и изменит вектор развития человечества на долгие перспективы вперед. Ну, а в принципе, вот эта новая формула развития республики, вы видите уже? Вы знаете, вот новая формула – это устремленность в будущее. И здесь вот как раз мы это этапности видим. Вот представьте, более чем 30 лет, да, вот историки потом будут оценивать, насколько они, вот какие этапы здесь можно выделить. Но, по сути, мы поднимаемся на другой уровень, и это понимание, которое есть не только в республике, не только в России, но и в мире. Вот я Спасибо. с удовольствием... Коротко прошу очень, да, Искандер Леонидович. Я думаю, что у республики огромный потенциал развития, и тот вектор, который задал Раис республики, это, конечно, очень важное устремление в будущее. Я хотел обратить внимание на один тоже аспект. Нам нужно более внимательно, более серьезно отнестись к татарским диаспорам и в странах БРИКС, и в других странах. Это наше конкурентное преимущество. Надо вести с ними работу, надо снабжать их интеллектуальным продуктом. Вот это, мне кажется, будет очень важным средством развития республики в дальнейшем. Спасибо. Гульнара Фатовна. Для этносоциолога очень важно, чтобы в этой новой формуле республики сохранилась и старая формула межнационального согласия у нас в Татарстане. Ну, это не секрет, что сейчас есть попытки расшатать вообще межнациональные отношения в нашей стране. И мне кажется, очень важно, чтобы вот эта модель межнационального конфессионального согласия в республике, она сохранялась, пропагандировалась, закреплялась всячески, воспитывалась у подрастающего поколения. Спасибо, Искандер Леонидович. У меня все-таки всегда, как всегда, тянет в прошлое, да, поэтому я бы так сказал. Когда мы строим наше будущее и думаем о том, что мы сейчас из себя представляем, и куда мы пойдем завтра, мы не должны забывать опыт прошлого и понимание того, что мы делали, как делали. Может быть, что-то делали не так, но тем не менее всегда шли и старались идти вперед. Поэтому я считаю, что учитывать исторический опыт и строить сегодняшние наши действия и
планы именно с учетом этого исторического опыта. Ну, а опыт у нас теперь действительно, и особенно в последние лет 20-30, накопился очень даже значительный. Поэтому этот опыт, мне кажется, очень хорошая база, хорошая основа для оптимистичного взгляда в будущее. Радик Кремлевич, на самом деле, вот новая эпоха. Новая эпоха, безусловно. И есть такая надежда, что эта новая эпоха, новый формат нашей республики, он не просто будет способствовать сохранению нашей национальной идентичности, нашего языка, культуры, памяти исторической, но и, возможно, это сделает его достоянием общечеловеческой цивилизации, выведет нашу культуру, нашу историю, наш язык на мировой, международный уровень. Потому что иначе быть не может, так как мы являемся, по сути, центром, столицей всех этих новых изменений, которые происходят сегодня в стране и в мире. У меня просто еще на одну ремарку есть. Вот раньше мы гордились, что Казань третья столица. Вот как-то сегодня к Татарстану как-то хочется какую-то не менее важную фразу. Нет ни у кого? Нет ни у кого, что Татарстан. Просто лидер, регион донора Журсталь, но какое-то хочется действительно брендовое название. Над этим надо думать, мне кажется, Светлана. Потому что было бы уже интересно, потому что такое ощущение, что Казань третья столица, немножко уже даже как-то маловато и тесновато, да? Как говорил Раневское, королевство маловато в этой ситуации. Я благодарю всех экспертов за участие в программе. Начинаем поздравлять республику с днем рождения. Пусть он удастся, пусть и татарстанцы порадуются, и в конце концов мы увидим и за праздником тоже глубокие смыслы, и ту эпоху, которую мы сейчас открываем с вами. Всего доброго, до свидания.